Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Всеобщее осуждение акта вандализма. Утром 4 ноября на памятнике махаджирам и на асфальте перед администрацией президента были обнаружены надписи красной краской на абхазском и русском языках. Документ дает право выкупа земель в республике, утверждает оппозиция. Инвестсоглашение обсудили на брифинге в Апсны Хабар. Новый вкус абхазских вин в Сухуми проходит тренинги по виноделию при поддержке проектного офиса ФАО ООН. Утром 4 ноября на памятнике махаджирам, а также на асфальте перед администрацией президента Абхазии были обнаружены надписи красной краской на абхазском и русском языках. Основание памятника было исписано цитатами, в том числе и из последнего из ушедших. «Теряющий родину теряет все, а также мы шли на смерть для того, чтобы жить», и иными надписями. Краской полили и сам памятник. Кроме того, вандалы оставили оскорбительные надписи на асфальте перед администрацией президента. На месте работали сотрудники коммунальных служб. Происшествие расследует опергруппа Сухумского УВД. По результатам будет принято процессуальное решение, уточняет ведомство. В ночь с 3 на 4 ноября совершен акт вандализма в отношении памятника махаджирам на набережной в Сухуми. Мы считаем, что это вопиющее преступление могли совершить люди, которым чуждо самое ценное, что есть у нашего народа, историческая память, у которых отсутствует мораль и совесть, отмечается в комментарии пресс-службы президента Республики Абхазия. Примечателен тот факт, что оппозиционные телеграм-каналы, сообщая события, акцентируют внимание на оскорбительные надписи в адрес руководства страны, оставленные на асфальте рядом со зданием администрации президента. При этом умалчивают об акте вандализма, совершенном в отношении памятника махаджирам. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию данного преступления. Будет сделано все возможное для того, чтобы в ближайшее время установить и привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, совершивших это мерзкое преступление. Также говорится в комментарии пресс-службы президента. Мы расцениваем этот факт как абсолютно недопустимый и категорически осуждаем использование памятников в политических целях. Тем более, этот памятник посвящен трагическим событиям нашей истории, и его осквернение не может быть оправдано никакими мотивами. Об этом говорится в заявлении партии «Форум народного единства Абхазии», Апсны и республиканских общественных организаций «АРО», «Наша столица» и «Абхазское народное движение». В заявлении также отмечается, в условиях общественного недоверия к власти у нас есть основания предполагать, что данная акция является преднамеренной инсценировкой. Мы требуем от властей проведения оперативного расследования с целью установления наказания виновных в осквернении памятника махаджирам. Данный акт был совершен под видеонаблюдением, и найти виновных представляется более чем возможным. Если же власти не найдут ответственных за этот акт, мы будем расценивать это как популистскую попытку дискредитировать оппозицию и манипуляцию общественным мнением. Конец цитаты. Мэр Сухума Беслан Эшба назвал актом вандализма случившееся на набережной махаджиров. С произошедшим никто мириться не собирается. Мы надеемся, что нашим спецслужбам удастся найти человека, сделавшего это, и наказать его по всей строгости закона, сказал Апснепресс Беслан Эшба. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента России с Днем народного единства. В поздравительном адресе, в частности, говорится: Абхазия неизменно придерживается курса на укрепление наших дружеских и союзнических отношений с Россией, основанных на взаимном уважении и стремлении к общему благополучию. Мы высоко ценим вашу поддержку в вопросах социально-экономического развития Республики Абхазия, а также в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем народного единства. В поздравлении, в частности, говорится: неразрывная связь поколений обеспечивает победу России в наши дни, когда проводится специальная военная операция. Как союзники Российской Федерации безоговорочно поддерживаем борьбу с неонацизмом и уверены в ее успехе. Высоко ценим наши безальтернативные отношения. Со своей стороны впредь будем успешно их развивать.
Кроме того, спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслава Володина, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина с государственным праздником Российской Федерации Днем народного единства. А министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба направил поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по случаю празднования Дня народного единства. Подписанию соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о реализации российских инвестиционных проектов в Абхазии был посвящен брифинг в пресс-центре Апсны Хабар. Подробности в репортаже Леонора Гилаян. Брифинг политиков начался с заявления редактора Апсны Хабар Леуана Лагула о том, что накануне на почту их информационного агентства поступило сообщение от читателя с информацией, напрямую связанной с соглашением по инвестициям. Как вы знаете, до сих пор власть скрывает истинных бенефициаров этого инвестиционного соглашения. Были данные о том, что группа Монтера имеет отношение. Это компания, которая, как считается, ее владельцем является Ткачев, бывший губернатор Краснодарского края. Однако даже на запрос депутата Кварча представить копию письма, в котором, как считается, есть упоминание этой компании, министр экономики Кристина Константиновна Озган не представила эту копию письма. И вот вчера, накануне нашего сегодняшнего брифинга, нам отправили сообщение и ссылку на сайт. И этот сайт, я сейчас потом и передам журналистам тоже, этот сайт – это цифровая платформа инвестиционных проектов, реализуемых в России и странах ЕАЭС. Итак, на этом сайте еще в 2023 году был упомянут инвестиционный проект, указан инвестиционный проект на 2 миллиарда рублей. Это строительство гостиничного комплекса на территории Абхазии на 10 гектарах земли. И этот проект группы Монтера. Таким образом, мы можем сказать о том, что пазл складывается, один из бенефициаров этого инвестиционного соглашения вскрывается, это бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Если это не так, то у власти есть все основания предоставить копии переписок с Министерством экономического развития Российской Федерации и отвечать на запросы депутатов парламента. Леван Микаев в своем выступлении в основном говорил об экономической безопасности государства как о части безопасности национальной. Он привел в пример политику России, которая, на его взгляд, поступает совершенно верно, участвуя в крупных государственно-частных проектах. Это соглашение предлагает форму, самую ущербную для абхазского государства, для абхазского народа. И если взять те принципы, на которых, вот, например, национальная экономическая безопасность в России осуществляется, вот я для примера, да, основные сырьевые компании России, где присутствует государство, где государство имеет контрольный пакет, это такие компании, как «Газпром», «Роснефть», все знаете, да, такие-то вот добывающие алмазы компании «Алроса», в разных областях, кстати. Здесь и компании, которые обеспечивают телекоммуникацию, да, Ростелеком, где контрольный пакет у государства. Здесь банки, где контрольный пакет у государства, Сбербанк, ВТБ. Здесь энергетические компании, Мосэнерго. Россия проводит такую очень фундаментальную, значит, работу в плане защиты собственного экономического пространства путем контрольного пакета в ведущих компаниях. Да? В соглашении же предусматривает, что заходят частные, я еще раз повторяю, частные российские компании или другие,
которые являются, в которых не принимает участие абхазская сторона ни в каком виде, ни в плане государства, ни в плане граждан. И эти компании, которые становятся крупнейшими после того, как они инвестируют свыше 2 миллиардов рублей, получается, что основные активы, основные направления экономического развития перетекут иностранным компаниям без участия абхазской стороны. И поменять это невозможно будет, потому что соглашение является выше национального законодательства. Почему, несмотря на неоднозначную реакцию в обществе, предпринимательских кругах и даже среди депутатов, документы, связанные с инвестициями, так активно форсируются исполнительной властью? Таким вопросом задался Ахрабжания. Он попробовал описать страну, которую, по его мнению, считает успешной действующий глава государства. У нас стоят апартаменты с 50 тысячами собственников, которые занимаются в том числе и малым, и средним бизнесом. У нас восстановлены переводные станции на Ингур. Там созданы дата-центры, добывается криптовалюта. У нас все побережье застроено гостиничными комплексами, на которые, скорее всего, граждане Абхазии будут смотреть из-за забора. При этом тот бизнес, который они сами выстраивали, потерпит просто непоправимый ущерб. Вот мне интересно, где здесь наш интерес, где здесь наши долгосрочные цели, где наши долгосрочные интересы. В чем это заключается? В том, чтобы стать здесь как бы экономически вторым сортом. Мы не будем иметь доступа к тем возможностям, которые будут иметь представители иностранных компаний, которые здесь находятся. Мы не будем десятилетиями получать налогов. Фактически будет созданы 2 предпринимательских класса. Один в привилегированном положении, второй в непривилегированном положении. А такая ситуация ведет всегда только к одному. Сперва к экономической, а потом к политической зависимости. Абхазия – это не просто красивое место. Это в экономическом смысле очень емкое место. Это место, где можно реализовать, осуществить очень много и очень эффективных экономических проектов. Это такая, возможно, экономическая мекка, тем более в свете сегодняшних глобальных процессов в мире. И вкладывать в Абхазию, инвестировать в Абхазию должно быть не одолжением, а привилегией. Правительство должно четко указывать, какие сферы для вложения инвестиций являются приоритетными, а какие нет. В какие сферы бизнеса мы будем вкладываться сами, или, как сказал Ливан, половину государства плюс предпринимателей, какие мы отдадим частным инвесторам. И ни в коем случае люди, которые сюда вкладываются, не должны ощущать, что это, я извиняюсь за такое слово, халява, понимаете? Никаких послаблений, ни экономических, ни тарифных, ни налоговых не должно быть. За то, что вложиться в Абхазию, должны устраиваться конкурсы. Эти конкурсы должны выигрываться, и правительство должно набирать самых лучших. А так, то, что нам сегодня предлагается, это я не знаю. Вот, у меня такой вопрос президенту и всей его команде прагматиков. Участие в выборах какого государства они хотят принять через несколько месяцев? Автономная республика Абхазия? Филиала Монтера Групп здесь? Мы на такое не согласны. 21 октября состоялась встреча представителей общественности с депутатами парламента, напомнила Ишсоу Какалия, и еще раз рассказал о достигнутых тогда договоренностях. Мы закончили наш разговор тем, что достигли соглашения, или, скажем так, он пообещал нам, что на этом консультации не завершатся. Он обязательно сделает все для того, чтобы следующий наш визит в парламент, там уже были представители исполнительной власти, которым мы могли бы оппонировать. Но, несмотря на все это, сразу после того, как мы посетили парламент, в
в правительство Абхазии Алхасом Валиковичем, насколько нам известно, было направлено письмо, в частности, министру экономики, о том, что парламент дает согласие. Парламент согласен дать согласие на подписание этого соглашения. Я хочу, чтобы общество об этом знало. Это очень важный момент. И я вообще считаю, что такие брифинги должны быть как можно чаще, чтобы общество было информировано о тех процессах, которые происходят в нашем государстве. Вот этот момент я хотел бы оговорить. Вот. Еще хочу четко, чтобы было понимание. Сегодня, скажем так, провластные анонимные каналы пытаются внедрить в сознание общества, что соглашение подписано, все, мы там свое сделали, победили и так далее. Чтобы было понимание, подписание соглашения еще не говорит о том, что оно вступило в силу. Предстоит еще ратификация в парламенте. Вот это очень важный момент, и я хочу, чтобы об этом знали все. Предстоит ратификация, и мы вот здесь сидящие люди, и не только здесь сидящие люди, будем делать все от нас зависящее, чтобы заблокировать и довести до сознания наших избранников народных, депутатов, что ратификация это будет крайне вредной для будущего нашей страны и нашего народа, если хотите, абхазского народа, для наших детей. По нашей информации, до того, как это соглашение было подписано, спикером парламента было направлено письмо министру экономики, в котором он уведомил министра экономики, что письмо Алхаса Барциц, в котором он уведомляет о якобы согласии парламента, не соответствует действительности. Вот. Если эта информация верна, если такое письмо от спикера поступило, то низкий поклон ему за его позицию, и слава богу, что у нас спикер, который отстаивает интересы Абхазии. Вот. Насколько это правда или неправда, покажет время, но такая информация тоже у нас есть. Не хватает профессиональных комментариев профильных экспертов инвестиционного направления, считает Тенгиз Джопуа, так как, по его словам, достойной аргументации власти не представили. Джопуа считает прямые инвестиции неуправляемыми и опасными для страны, особенно при низком управленческом потенциале самого государства. Все это ведет к концессии, утверждает общественный деятель. Когда экономика страны передается в чужие руки на откуп. Говорить о каких-либо перспективах внутреннего отечественного бизнеса в таких условиях практически это абсурд. Никаких перспектив быть не может, потому что все привилегии, все приоритеты, все возможные льготы, мыслимые и немыслимые, находятся в руках инвестора, которые обладают огромными капиталами, в том числе и технологиями. И ни о каком долгосрочном развитии отечественной экономики, ни аграрного сектора, ни сельского хозяйства невозможно и не будет. Тем более, что самое интересное, в практике работы в экономике существует такая практика, когда льготы, возможно, налоговые или таможенные преференции, административные льготы предоставляются какой-то сфере деятельности, которая в стране не в достаточной степени развита, но есть потенциал для этого. Эти льготы чаще всего работают адресно какой-то конкретно определенной отрасли. Чаще всего это бывает в наукоемких технологиях, в сферах деятельности, где требуются современные технологии. Тогда государство может себе позволить предоставить какой-то широкий диапазон льгот. Здесь у нас этим соглашением фактически открывается кран, происходит либерализация всей экономики, все отрасли попадают под это соглашение, и инвесторы получает возможность практически во всех сферах экономики, при наличии у него достаточно больших ресурсов, получить доминирующее положение. Плюс в рамках этого соглашения снимаются все ограничения, которые у нас существуют в сфере земельного законодательства. Причем они снимаются бессрочно, то есть даже в будущем, если перед нами встанет проблема изменения законодательства, ужесточения каких-то мер, в силу нанесенного ущерба или каких-то других обстоятельств, инвестор находится в статусе иммунитета от этих изменений, что вообще немыслимо для какой-либо экономики. В завершении брифинга было анонсировано собрание общественности, назначенное на вторник 13:00 в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория». Элеонора Гилаян, Сасрыкуа Гуха, Абаза ТВ.
3 ноября президент Абхазии Аслан Бжаня посетил праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны. В этом году исполнилось 40 лет, как на Лыхнашта осенью организуют этот праздник. В праздничном мероприятии также принимали участие депутаты парламента, члены правительства. В павильонах были представлены традиционные абхазские блюда, молодое вино и чача, овощи и фрукты, мандарины, хурма, фейхоа, виноград, яблоки и многое другое. Праздник урожая празднуется на исторической поляне Лыхнашта с 1984 года. В нем участвуют все села Гудаутского района и город Новый Афон. 3 ноября состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Мухаммада Али и председателя Совета министров Сирии Мухаммада Гази Аль-Джалали. Мухаммад Али подтвердил приверженность Абхазии укреплению безопасности и стабильности Сирии, поддержку ее территориальной целостности, а также осуждению вмешательства во внутренние дела страны, сообщает пресс-служба МИД Республики Абхазии. Мухаммад Гази Аль-Джалали подтвердил стремление правительства Сирии укреплять и развивать двусторонние отношения в экономической, торговой, научной, культурной и туристической сферах. Речь шла и об активации работы Абхазо-сирийской межправительственной комиссии по экономическому, культурному и научному сотрудничеству. В понедельник, 4 ноября, в Музее боевой славы имени Героя Абхазии Сергея Дбар в Гудауте прошла фотовыставка, посвященная памяти мастера спорта СССР, абсолютного чемпиона по тяжелой атлетике, рекордсмена Советского Союза и мира, кавалера ордена Акдзябша 3-й степени, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Леона Руслана Таркил. Экспозиция приурочена к годовщине смерти спортсмена. Наш репортаж с выставки смотрите в эфире Абаза ТВ во вторник, 5 ноября. Также 4 ноября в Доме культуры Галского района открылась фотовыставка, посвященная 30-летию миротворческой операции коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. Экспозиция состоит из 50 уникальных кадров из 14-летней службы российских миротворцев на страже мира в Абхазии и проводится Союзом журналистов Абхазии при поддержке администрации Галского района. Авторы проекта – журналист Руслан Хашик и фоторепортер Владимир Попов. Фотовыставка является благотворительной и будет проходить до конца года в Абхазии и в России. Информация правоохранителей: огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотическое средство изъято у жителя Гагарского района. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Автомобиль марки «Газель» под управлением Дзацба Даура Зориковича, 1980 года рождения, сотрудники отдела уголовного розыска совместно с Бзыбским отделом милиции УВД по Гагарскому району остановили в ходе проведения профилактических мероприятий. Перед началом исследования еще раз повторно вопрос задам. В автомашине присутствуют боеприпасы, запрещенные к перевозке, хранению оружия, наркотические, психотропные вещества. Что-нибудь есть в машине? Ну, объективно, там без мешки, это патрон есть и все. Оружие и патрон? Да. И все? При осмотре транспортного средства между пассажирскими сиденьями сотрудники милиции обнаружили и изъяли 2 автомата Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм. Впоследствии экспертами установлено, что изъятое у гражданина Дзацба оружие является боевым, технически исправное, к производству выстрелов пригодно. Также в одном из вещмешков, хранимых в данном автомобиле, среди носимых вещей были обнаружены 2 пачки с патронами. Значит, коробки бежевого цвета, картонные, с надписью «Патроны» образца 1943 года, калибра 7,62 мм в количестве 20 штук. При вскрытии коробок обнаруживаем. В общей сложности из 2 коробок изъято 15 патронов калибра 7,62 мм и 30 патронов калибра 5,45 мм, которые были изъяты и направлены на экспертизу. В бардачке автомобиля находились 2 магазина от автоматического оружия, снаряженные боеприпасами. 30 патронов изъято из магазина к автомату калибра 7,62 мм. Наблюдаем, понятие, наблюдаем. Второй магазин. Это автоматическое оружие, предположительно калибра 5,45 мм. Внутри наблюдаются боеприпасы. Маркировка 539-87.
25 единиц обнаруженных патронов данного калибра, а также ранее изъятые боеприпасы по заключению экспертов являются боевыми заводского производства, технически исправны к производству выстрелов пригодны. При дальнейшем осмотре салона автотранспортного средства в ручной кладе, также принадлежащей гражданину Дзацба, была обнаружена стеклянная тара. Стеклянная прозрачная банка с этикеткой с надписью «Махеев». Внутри, значит, вещество растительного происхождения. Что это за вещество, задержанный? Анаша. Анаша. Со слов задержанного, данное вещество является наркотическим веществом анаша или марихуана. Общий вес наркотического средства каннабис, изъятого у задержанного, составил порядка 19 граммов. По факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также наркотического средства в крупном размере в отношении гражданина Дзацба по части 1 статьи 217 и части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит Следственный отдел Гагарского районного управления внутренних дел. Подозреваемый помещен под домашний арест. Что нас объединяет? Культурный код, традиции, истории, семейные ценности. Круглый стол на эту тему провел 4 ноября в Доме Москвы Союз российских соотечественников в Абхазии. Круглый стол собрал экспертов, исследователей, представителей общественных организаций, активно заинтересованных граждан для обсуждения ключевых аспектов культурного кода нашей нации. Участники обсудили, как традиции, истории и семейные ценности формируют наше общество, укрепляют связь между поколениями и способствуют национальной идентичности. Фермеры Галского и Очимчирского районов прошли тренинги по контролю качества фундука и пищевой безопасности, организованные проектным офисом продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «ФАО». Темы тренинга включали основные этапы ухода за фундуком, внесение удобрений, обрезка, сбор урожая, рекомендации по ручной машинной уборке орехов. Фермеры также получили практические советы по обработке и хранению урожая. ФАО продолжает оказывать поддержку местным фермерам, способствуя улучшению продовольственной безопасности и повышению качества продукции. В Сухуми проходят тренинги по виноделию, организованные при поддержке проектного офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии. Спикер мероприятия – международный эксперт, кандидат наук и специалист в области микробиологии и биотехнологии виноделия Гильерме Мартинес. Он поделился с абхазскими виноделами тонкостями ремесла, секретами и современными разработками, использование которых напрямую может повлиять на качество вина. Подробности у Марианны Котовой. В первый день тренингов участники изучили вопросы, касающиеся винодельческого оборудования. Гильерме Мартинес, кандидат наук и специалист в области микробиологии и биотехнологии виноделия, подробно объяснил, как можно сочетать современные технологии с традиционными подходами к виноделию. По словам местных экспертов, качество и вкус вина напрямую зависит от того, какие технологии были применены в процессе его производства. Отделение самих ягод от гребней, от грозди винограда. И для чего это нужно? Где-то это отделяется, это очень важно, где-то гребень от ягод не отделяется перед приготовлением вина. То есть очень много таких вот интересных и тонких нюансов, где сам винодел, исходя из анализа той категории людей, которые употребляют вина, например, в определенном регионе, то есть от их предпочтений он уже может анализировать и выбирать тот или иной прием производства вина. Среди участников тренинга были как опытные виноделы, так и начинающие специалисты. Это способствовало активному обмену опытом и обсуждению возможностей применения инноваций. Благодаря новым знаниям и технологиям, которые уже используются в Абхазии, удалось получить вино с такими вкусовыми качествами, о которых виноделы и не смели мечтать. В прошлом году, мы собрали виноград, нам его предоставили, автохтонный сорт Качеч.
И сделали с помощью специалистов команды ФАО, наши, соответственно, виноделы совместно с ними сделали вино. И вот на сегодняшний день у нас уже есть результат, хоть вино еще очень молодое, года не прошло, но уже очень хороший, качественный результат. Мы получили очень восторженные отклики специалистов, в том числе вот приезжал Жан-Филипп из Франции, он его пробовал. Причем, знаете, мы думали все, ну там наши ребята, которые уже когда-то там пытались что-то делать, им казалось, что из качичек получится более такое очень терпкое, насыщенное, что-то такое густое, даже и достаточно тяжелое. На самом деле, на удивление, оказалось очень сбалансированное, приятное, такое питкое, хорошее вино. Поэтому мы очень довольны результатом, мы будем и в этом году продолжать наши эксперименты, и уже и с другими сортами винограда. И будем, конечно же, дальше... Так скажем, сейчас у нас его, к сожалению, мало, потому что, как вы уже, наверное, все знаете, у нас мало непосредственно самого винограда, из которого мы можем делать. И мы как раз вот и занимаемся тем, что мы пытаемся сделать так, чтобы его стало много, и все желающие могли его и сажать, и делать из него вино. Центральным событием дня стала экспертная дегустация вин, в ходе которой местные виноделы представили свои образцы для профессиональной оценки. Участники получили подробные рекомендации по улучшению качества своей продукции, основанные на многолетнем опыте эксперта. Танины для молодого вина очень хорошие. There are no bitterness, there are no green taste, and that is difficult to obtain. Нет такой неприятной горчинки, нет зеленого привкуса в вине, и достигнуть таких характеристик на самом деле непросто. Тренинги проводятся в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Марианна Котова и Нала Гухава, Абаза ТВ. Новости культуры. Народная артистка Абхазии России Хибла Герзмава впервые выступает в Китае. 5 ноября концерт состоится в Пекине. Накануне в рамках китайских гастролей музыкального фестиваля Хибла Герзмава приглашают. Концерты состоялись в Чэнду-Сити и Шанхае. Напомним, абхазская часть фестиваля проходила с 15 июля по 19 августа. Всего в республике прошло 5 концертов. В театре имени Фазили Искандера 8 и 9 ноября состоится главная премьера осени. Спектакль «Отцы и дети» по роману классика русской литературы Ивана Тургенева в постановке режиссера Егора Равинского. В версии режиссера Егора Равинского «Отцы» – это поколение 40-летних, это дети сильных, добившихся многого праотцов, не сумевшие сохранить и укрепить то, что им досталось по наследству. Именно поэтому их не уважают дети, в этом конфликт детей и отцов. 40 дней без Мушни Ласури. Один из классиков современной абхазской литературы, народный поэт Абхазии Мушни Ласури ушел из жизни 26 сентября 2024 года в возрасте 86 лет. Так совпало, что именно 4 ноября в 2010 году Мушни Ласури читал на абхазском языке энциклопедию русской жизни в Гергиевском зале Кремля и удостоился медали Пушкина. Много лет назад я, набравшись храбрости, перевел на абхазский язык Евгений Онегин. Это была трудная, но радостная работа. И я горжусь тем, что мои земляки почти полвека читают этот роман на родном языке. Вот как звучит первая строфа Онегина на абхазском. Знаменитая «Мой дядя самых честных правил». Сабьеща знамешх дзерхагаз, ачимазр денака, ахолап шритах хейти нагаз, изым хуст егез дашака, яхтыз шогарзитр пшигоу, аханшиныс и гуптрагоу, шешак ваидым шоджера,
ачымызы ичапщара, изывгенгяш розитаны, арлы иштуй батгара, ихчар маншалар иргра, ихшква улах икцаны, угупсычхава угатцара, он бейгой альста вара. Вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. В нашем вечернем эфире сегодня смотрите спектакль «Золотое руно» по мотивам произведения Мушни Ласурия. Сертификационный курс лекций для врачей-педиатров провели с 1 по 3 ноября в Республиканской больнице. Лекции посвящались детской поведенческой неврологии и клинической иммунологии, а также постковидным осложнениям в педиатрии. Одновременно с чтением лекций и разбором клинических случаев в поликлинике Республиканской больницы был организован консультативный прием более 90 детей, нуждающихся в помощи невролога, нейропсихолога, иммунолога, аллерголога. Курс лекций и консультаций провели 3 специалиста из России. Спортивный анонс. Наш соотечественник Харитон Аграба 4 ноября в Самаре проведет бой за пояс чемпиона IBA в весе до 67 килограммов с незнающим поражения аргентинцем Габриэлем Россой. Противостоять мне будет довольно сильный оппонент. Я люблю боксировать против сильных соперников. Благодаря таким противостояниям я и творчески, и профессионально прогрессирую. И Росса – это один из тех оппонентов, который находится на очень высоком уровне. Я уверен в своих силах, поэтому в предстоящем бою нужно выходить и забирать свое, поделился спортсмен мыслями в преддверии боя. Внимание, трансляцию встречи Харитона Аграба и Габриэля Росса смотрите на нашем канале в 21:30 по завершению телеспектакля «Золотое руно». Воздушный шар запустили над озером Рица в преддверии первого зимнего фестиваля «Мандарин». Шар был поднят примерно на 100-метровую высоту. Более 30 минут на воздушном шаре звучал диджейский сет, современная аранжировка известной песни Рица. По словам авторов идеи, полет совершен в тестовом режиме в рамках подготовки к фестивалю, который будет проходить с 3 по 8 января 2025 года. Организатор фестиваля – Центр социально-культурных проектов «АЦЛА». В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 5 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. До полудня временами дождь разной интенсивности, гроза, в предгорьях и горах снег. Атмосферное давление нестабильный, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 6,11, температура морской воды плюс 18, волнение морской воды значительное, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.